Сегодня мы здесь собрались в связи, скажем так, с травмной датой. Сегодня исполняется 24 года тем событиям, которые произошли в пригородном районе 92 года, октября-ноября 92 года. Здесь каждый сегодня выскажется, скажет то, что у него наболело, то, что он хочет сказать. Я вас уверяю, все, кто будет слушать нас, что все эти слова идут от души, от чистого сердца. Мы не хотим никого оскорблять, никого унижать, но мы хотим, чтобы знали все, что мы не забыли и не забудем. И мы верим, что придет порядочная власть, когда станет, что эти подонки, которые убивали наших женщин, детей, стариков, они будут наказаны. Поэтому сегодня дадим сейчас слово председателю Союза репрессированных Тимуру Расхановичу Абадиеву. Тимур, вам слово. Маркун. Сегодня исполняется 24 года со времени осетино-ингушского конфликта 92 года, так называемого осетино-ингушского конфликта, фактически этногеноцида ингушского народа, части ингушского населения, которое проживало на территории нынешней Северной Осетии, на ингушских территориях. Об этом сказано много. Все об этом знают, и написано, и в статьях, и в заявлениях, и обращениях, и в судах. Я не хочу все это пересказывать, я не вижу смысла. Вкратце я скажу. Сколько жертв было в эти несколько дней, все мы знаем. До сих пор многие не могут найти своих родных, близких, найти трупы, чтобы захоронить их, предать земле. Эта боль будет продолжаться до тех пор, пока существует ингушский народ. Об этом я прошу не забывать всех наших недругов и всех тех, кто сегодня от имени ингушского народа управляют Республикой Ингушетия, называя себя нашими братьями и родственниками, называя себя мусульманами, при этом являясь худшими из врагов, как говорил Махатма Ганди, всем, наверное, известная крылатая фраза его: худшие из врагов это элита, возвращенная колонизаторами. Сегодня, как бы мы ни называли, с момента появления на Кавказе Россия является колонизатором, а мы являемся колонией. Можно красиво обрамлять, чтобы не придирались властные органы, чтобы не могли бы приклеить к нам статью или ярлык, но вещи надо называть своими именами. Сегодня нам не до наших соседей, друзей в кавычках, нам сегодня надо разбираться и разобраться теми ингушами, так называемыми, которые правят сегодня этой республикой в угоду кому угодно, только не ингушам. Для кого они работают, видно из того, кем они назначены. Кто платит, тот заказывает музыку. Они назначены не нами, выбраны не нами. Значит, они служат кому угодно, только не нам с вами. Своим хозяевам, да. Я вижу самую большую проблему ингушского народа в том, что сегодня, когда правит нами вот эта
возвращенная элита, так называемая элита, как можно таких людей называть элитой, это коллаборационисты. Да. Одним словом. Я спрашиваю их, если вы не предатели, то кто предатель? Я не утверждаю, что они предатели, потому что опять придумывают статью. Есть она придумана, и ее могут применить. Я просто у них спрашиваю, если не вы предатели, то кто? Это не утверждение, это вопрос. Более того, самая сегодня тяжелая ситуация в том, уважаемые мои братья ингуши, что все, что творят эта элита с нами, проходит безнаказанно. И все мы, вместо того, чтобы объединиться и сказать «нет» вашему правлению, лжеправлению, «нет, нет и нет», нас разделили на всякие, по всяким признакам, по религиозным признакам, по тейповым признакам, по социальным признакам, кого-то облагодетельствовали, дали навороваться на народном бюджете, на республиканском бюджете, это единицы. А основная масса, как обычно мы говорим, 99% или 90% обнищала благодаря их деятельности в руководстве нашей республики. А мы, обнищавшие, обездоленные ингуши, народ, как говорится в Конституции Российской Федерации, народ это главный управленец, а те, которые нами сегодня правят, якобы наши слуги. Мы сегодня видим, как слуги народа, элементарно любой обыватель видит, как они рассекают по республике Ингушетия. Когда их кортеж едет, успей прижаться к обочине, иначе протаранят тебя, твою машину, просто выкинут в кювет. Много таких случаев. А если по их вине произошла трагедия и в ДТП убиты несколько человек, то обязательно виноват тот, кто сидел за рулем другой машины, не из кортежа. Эта практика продолжается, и все у них проходит безнаказанно. Более того, хотел бы я заметить тот геноцид, который продолжается по сей день. Историки подсчитали, уважаемый Сунбек, может быть, подробнее об этом скажет. С его слов я знаю, что более 30 геноцидов, репрессий, 39, да? Геноцида. Пережил ингушский народ со времени появления 1770 года. Со времени, скажем, появления, да, России на Кавказе, в Ингушетии. Это череда геноцидов, которые 92 годом не закончились. Они будут и далее продолжаться время от времени. Сегодня продолжается. А сегодня это активные фазы геноцида, имеется в виду, да? Такого не было. После активной, самой очередной, последней я даже не скажу, после очередной фазы геноцида 92 года, по сей день, 24 года, продолжается вяло текущий геноцид, который тихой сапой разлагает наше общество изнутри, руками наших же с вами братьев, родственников, ингушей, и которые себя называют мусульманами, ихними руками. И Россия, я не имею в виду народ российский, та верхушка России, которым это выгодно, и та верхушка Осетии, которым это выгодно, сегодня руками ингушей разлагают, раздробляют в рамках своей государственной политики, разделяют и властвуют над ингушским народом. И не только над ингушским народом, над всеми народами, особенно Северного Кавказа, но острие вот этого геноцида почему-то ощущает ингушский народ на себе.
всегда это было и сейчас это продолжается. Начиная с роддома и кончая кладбищем, все претерпевают геноцид, всех используют как им угодно. Я не буду перечислять причины и методы геноцида в роддоме, в детском саду, в школах и далее, и далее, и далее. Дошли до того, что вот недавно были выборы в избирательных списках избиркома. По сей день значатся наши ныне покойные Далгеш Долцара, Дамал Багачарят, я вот наши покойники числятся в избирателях 20 лет назад, 15, 10 лет назад, год назад, которые умерли у нас. По сей день они обязаны угоду вот этой верхушке голосовать за них. Тогда, когда мы в форме протеста отказываемся идти на выборы, избирательные участки, мы подсчитывали, 10 не было на избирательных участках, наши покойники голосовали за них. Мертвые души, фактически, без кавычек, мертвые души за них голосуют сегодня. На предприятиях, мы помним, еще в Советском Союзе мертвая душа называлась в кавычках, записывали, чтобы там зарплату, фонд зарплаты увеличить, то все, мы помним все это. А тут наши покойники сегодня голосуют за них, не зная, что они этого, может быть, делают. Может, знают оттуда, не знаю, там Аллах распорядится то, чем занимается. Я к тому, что не столько, я почему перешел сразу с 92 года к сегодняшнему дню, да, боль не утихнет, боль от репрессий 92 года, когда российская верхушка в угоду и совместно с остинской верхушкой сотворили то, что сотворили. Как это называется, я не буду терминами сейчас разбрасываться. Как это называется, знают и журналисты, и историки, и тем более юристы. Пусть они это назовут. Но если бы это было бы не в России и не с ингушами, а где-нибудь в нормальном демократическом государстве, это был бы геноцид и этноцид. Самое грязное, что в человечестве можно придумать, это вот эти гено, этно и всякий другой цид. Это имеет место, и мы об этом никогда не забудем, наши предки не забудут, потомки не забудут. Да простят нас наши предки, которые довели нашу республику, мы с вами до этого состояния. То есть позволили довести ее до этой ручки, скажем так. Сегодня огромные деньги, которые выделяются России, самим президентом Российской Федерации Путиным в поддержку по разным программам социально-экономического развития, по программе развития Северного Кавказа, Юг России, там много программ, целый список программ. Все эти деньги, если бы мы, наша республика, наше правительство, наше руководство вложило бы туда, куда надо, согласно программе, в развитие, в экономику нашей республики, я уверен, что мы бы давно перестали быть дотационной республикой, может быть, давно бы уже вышли в категорию донорской республики. Этими цифрами мы апеллировали несколько лет назад, когда в Москве проходила конференция МЯТРЕВ. И потом есть целые экономические выкладки с подробными цифрами и расчетами. Не вложено, вбухано, да, и детские сады строятся, и школы, и амфитеатры, и разные парашютные вышки, все что угодно. Но только не бюджетообразующие предприятия. Да, есть в отчетах, все значится прекрасно. Есть мукомольный комбинат, другие предприятия, индейка фабрика, которая в январе 2016 года мы должны были почти индюшачьи кушать.
но почему-то паштет задерживается. Это мы видим и по центральным и местным СМИ, как ленточки разрезают, как лепешки в мукомольном комбинате поедают. От имени Союза репрессированного народа Российской Федерации, будучи председателем этого союза, все народы, и балкарцы, и карачаевцы, и калмыки, и татары, и немцы, и казаки, репрессированные этой советской системой, сегодня правопреемницей является Россия. В том числе ингуши, чеченцы, никогда не успокоятся, никогда не перестанут искать справедливости и на этой земле. А к чему это приведет, знает Аллах. Дай Аллах нам спокойствия, мудрости, выдержки и братского взаимопонимания, и взаимовыручки, взаимопомощи. Да не покинет Аллах нас своей милостью. С 92 года, с октября-ноября 92 года, если кто-то думает, что все это забудется, небольшую справку дам, экскурс. По-моему, 700 тысяч человек у нас вместе с погибшими и без вести пропавшими. По сегодняшний день, вдумайтесь, по сегодняшний день, живя на территории Российской Федерации, мы не можем найти своих людей ни среди живых, ни среди мертвых. Если они убиты, где трупы? Если они живы, почему мы не видим их, не слышим их? Если кто-то думает, что это забудется, никогда это не забудется. Никогда. Пока мы живы, никто этого не забудет. Мы будем ждать своего часа, того часа, может, мы верим, что придет когда-нибудь власть, которая придет, будет менее аполитичной, больше думать о благе собственного народа. Будем ждать, пока придет власть, порядочная власть. Власть тех людей, те люди власти, которые будут защищать интересы собственного народа. Не играя цифрами, не подсчитывая, сколько построено, сколько снесено. Сегодня, с 92 года, не дана политическая оценка событий осени ноября 92 года. Вдумайтесь, убито столько людей. Есть люди, которые руководили всем этим процессом, которые командовали всеми этими. Есть командиры отрядов лесных, подпольных, туалетных, сколько их там было, их не знаю. Никто из них не понес ответственность, никто из них не сел. Сегодня топчут нашу землю, дышат нашим кислородом, живут в наших домах. Люди, которые убивали Дину Аушеву, Розу Арчакову. Сегодня их близкие, родные, все те, кто их считает национальными героями, сегодня за руку здороваются, приглашают их на свадьбы, общаются с ними, делятся радостью, печалями с ними. Но мы никогда их не забудем. А мы им скажем спасибо в нужное время, в нужном месте. Если кто-то думает, что их забыли, никто не забыт, ничто не забыто. Никогда в жизни не забудем. Люди, которые сегодня выросло целое поколение. Я знаю, в то время 2-3 годика было детям, их отцы там убиты, их матеря там убиты. Убиты женщины, дети, старики. Они не могут сегодня найти своих отцов, своих матерей, своих дедов, они не знают, где они. Они не знают, живы они, не знают, мертвы они. Сегодня, до сегодняшнего дня, по сегодня они понесли наказание. Те люди, которые раздавали оружие, вдумайтесь в это, находясь на государственных постах, раздавали им оружие, являются чиновниками высокого ранга, и военные тоже в том числе. Мы знаем их тоже пофамильно. И они придут, и они будут отвечать, они ответят за это. Мы верим в это. Когда нас сослали в Казахстан,
Наши отцы не потеряли надежду в том, что вернутся. Они верили, и они вернулись на свою землю. И мы верим, что эти убийцы наших женщин, детей и стариков будут наказаны. Они будут наказаны рано или поздно. Они ответят за то, что сотворили. Некоторые ушли на тот свет. Ну что ж, несколько ублюдков ушло на тот свет. Ничего, короче. Память их будет посрамлена. Сегодня, куда ни глянь, в Северной Осетии, какие-то аллеи славы, какие-то аллеи памяти, какие-то аллеи героев. Вопрос, с кем же они воевали там? Люди, которые проживали там, с кремневым оружием защищали свои дома, как могли. Российская армия потом прошла. Мы думали, тогда вдохнули свободу. Слава Аллаху, сейчас, короче говоря, наведут порядок. Разведут так называемые воюющие стороны. Нам это говорили, нам это вбивали в голову. Пришла армия, людей мужского пола выбили оттуда, остались женщины, дети, старики. Никто, ни у кого в дурной голове не могло возникнуть мысли, что кавказцы тронут женщин, детей, стариков. Но не тут-то было. Посмотрите, кстати, без этих пропашек. Молодежь, дети, женщины, старики. Дети, женщины, старики. И посмотрите, сколько среди погибших с ашкенской стороны. Сколько погибших там женщин, детей и стариков. И сопоставьте. Людей снимали с автобусов, с машин, которые... Никто ничего не знал, что будут такие события. Ехали с Кабарды, въезжают на территорию Северной Осетии, снимают их с машин, забирают машины, забирают деньги. А некоторые просто пропали. Знают, что въехали в Осетию, на территорию Осетии, но не выехали оттуда, короче. И сегодня хотят, в том числе и наше руководство, чтобы мы забыли это. Да забудьте, говорят нам. Да как забыть? Забыли бы? Да не можем. Рады бы забыть. Да раны, нанесенные нам, не позволяют забыть это. Кровоточат еще. И каждый день эти раны посыпают солью. Оказывается, мы не имеем права сегодня назвать убийц наших женщин, детей и стариков, которые плюс к этому выбили их с их домов. Живут в этих домах, мы не имеем права называть их врагами человечества. Не имеем права называть их отщепенцами. Так вопрос, а кто же они тогда? Они же убивали этих женщин, детей, стариков. Теперь живут в их домах. Так кто же они? Они убивали с позволения российской власти. Они убивали. И сегодня говорят осетины. Я ведь сам слышал от некоторых осетин, которые говорят. И вот в интернете, там, короче, на разных сайтах, короче, мы будем воевать с ингушами до последнего русского солдата. Вдумайтесь в это. Они будут с нами воевать до последнего русского солдата. Ну правильно. Ну это политика у них такая. Придя, сел рядом со мной, короче, соседом, сказал, я ваш сосед, короче, позвольте примоститься, примостился, извини, подвинься. И так далее, и так далее, и так далее. Самое близкое поселение от крепости Владикавказской, осетинское самое близкое поселение от крепости Владикавказской, это исторические факты. Самое близкое было 25 верст. Потом наши уважаемые люди, Мочх Базоркин, да сколько их было, короче, Дыхмонгивой. Женится на осетинке, родственник, иди поближе ко мне, иди ко сюда. А он осел, оперился, и извини, подвинься. И вот таким вот образом отодвигали нас. Отодвинули от военно-грузинской дороги, отодвинули от города Владикавказа потихоньку. В 1944 году, когда сослали, наши старики рассказывали. Осетины стояли с подойниками, короче, на вокзалах. Плясали, танцевали и говорили, вот ваши коровы сейчас пойдем доить, короче. Мы никогда этого не забыли, никогда этого не забудем. Хотелось бы обратиться к гражданам Российской Федерации. Вы должны знать одно. Мы требуем свою территорию
Даже не территории мы сегодня требуем. Это образом территории мы сегодня. Мы требуем сегодня исполнения федерального закона. Федерального закона, закон так называемый законом века. Этот закон называют законом века. Это самый справедливый, самый чистый, самый порядочный парламент был того времени. Ни до, ни после такого парламента в России не было. Поэтому все законы, которые принимались с того времени, они были такими чистыми. Как слеза, как родник. Сегодня мы требуем исполнения этого закона. Федеральный закон о реабилитации репрессированных народов, части территориальной реабилитации. 8 тысяч рублей в свое время, как кость собаки кинули нам. Подавитесь. Да мы не будем давиться, короче. Не нужны нам ваши деньги. Но те, кто по сегодняшний день преступно захватив наши дома, живет в наших домах, до последней копейки заплатит. Пройдет то время. Хотелось бы, чтобы вы, те люди, которые убивали наших женщин, детей и стариков, чтобы вы не обольщались. Сегодня эта власть, и ваша республика тоже, не проявили должную принципиальность, не проявили должную порядочность, не наказали вас. Тех ублюдков, которые убивали наших женщин, детей и стариков. Придет это время, когда за каждую каплю пролитой крови вы ответите. Люди, чьих сыновей, чьих матерей, отцов вы убивали, знают, каждого человека пофамильно знают. Кто забирал из дому, кто охранял, кто убивал, кто закапывал. Сегодня, пользуясь случаем, я бы хотел сказать спасибо тем осетинам, которые прятали наших женщин, детей и стариков. Рискуя ценой своей жизни, рискуя своей жизнью, вывозили их на территорию Кабардино-Балкарии. Это было очень опасно в то время делать. Мы знаем и этих людей. Мы хотели назвать сегодня их имена, но сегодня это небезопасно. Для них небезопасно. Но мы это помним. Мы благодарны этим людям и никогда этого не забудем. Пройдет время, когда они получат нашу благодарность, получат сполна. Мы бы хотели бы жить в соседстве, в братстве именно с такими людьми. Именно с такими людьми, которые не потеряли совесть, не потеряли честь. Не стали на путь убийства. Не поддержали тех убийц, которые убивали наших женщин, детей и стариков. Честь вам и хвала. Пройдет время, вам нужна будет наша помощь. И вы эту помощь получите, вы эту помощь ощутите. Вы получите братское плечо. Вы узнаете, как ингуши умеют быть благодарными. К сожалению, сегодня это для вас небезопасно, поэтому мы знаем ваши фамилии, мы знаем ваши имена. Мы фиксируем этих людей, записываем их, чтобы о них помнили. Если даже вы не получите нашу благодарность, значит получите ее ваши дети. Придет время, забудется, наверное, все это. Но никогда в жизни ни один ингуш, ни один горец, ни один кавказец не забудет, как насиловали женщин, детей, как убивали детей, как насиловали женщин. Я рассказывал про это, я и сейчас повторюсь. Роза Арчакова такая была. Она работала в одной из больниц пригородного района. По-моему, главным бухгалтером она работала. Ее забрали, ее насиловали, ее резали, ее очень долго мучили. Все это происходило, это слышали люди, которые проживали в городе Владикавказе. Женщины, которые проживали там в этой округе, которые слышали ее крики, они подали в суд на этих ублюдков. Их якобы осудили. Но его осудили, оказывается, он был национальным героем. Его осудили условно. Он и сегодня работает, где-то работает на заправке, ну знает где, кому надо, то знает, где он работает. Дина Аушева тоже работал в одной из больниц пригородного района. Ее изнасиловали, подумали, что она умерла, сломали ей таз, выкинули ее. Она пришла в себя, выползла на дорогу. Ее подобрали, не зная, что она ингушка, отвезли в ту же больницу, где она работала.
Вы понимаете? Ее выдали врачи, которые работают там с ней. Те ублюдки, которые ее убивали, подумали, что она убита, вернулись обратно, забрали ее, убили ее и выкинули ее на какой-то карьер. Мы все это знаем, мы не можем, ну никак мы не можем забыть это, никак мы не можем простить это. Кто это простит? И вы помните, те ублюдки, которые это делали, что придет момент, придется отвечать вам. Ответите сполна. Мы такие вещи не забываем, мы такие вещи не прощаем. Как говорят, Аллах ждет всех молитв смолия. Не забывай, не спеши. Не забудем, не спеши, придет время. На этой земле, короче, закон, человеческая кара, на том свете Божья кара. Все равно вас настигнет. Все равно будете отвечать. Самое раз. Так она. Вот я Костевич. Я мог бы Арсангель был бы дать своим. Вы дорогие ждут своим, малыш ховын. Так она. Да, вы как бы парламент я оживается. Зато депутат же больше. Хорошо, дух не хорошо, баликез не хорошо, пускай на сердце. Потасовка яйца, листья бросить яйца. Но тем не менее, там в парламенте, там даться. Никуда мы не денемся. Вот, признайте яйца, признайте яйца. Ну, а яйца, им от этого хуже не будет. Председатель парламента выложил сок. Цикерблак, бахна, ты где много. Бисни. Автомобиль, фараж, включу автомобиль, фараж, гаташ, дехка. Не диха, а дехка. А завтра именно цикл не читал. Замуж, цикл, на хамурш. Ади цап цикл. Я ади цикл. Сетам прям тут это алишузов, цикл это дехка цикл. Суд кожи дандер, милиция дандер, администрация дандер. Долгищен. Прокуратура дандер лята сишер. Дихи мали соболи 2000 участков йогош. Ерки ерка. Избанш Болгария крысык. Болгария кого юг авали администрация авали ресурс. Администрация говорит, что так, Единая Россия появилась, администрация парламента валась. Отдал, вот это давай, молодых да давай, так дал. Азимов, нахуй, отпусть бешолчи. А может, говоришь, коту говоришь, так он, кому сбал больше, кому дядя ваш, да, отпусть бешол бешолчи. Сам паралич, сам закидывал, сам смот молил, сам сгерболил, выдал, она дал, молодых давай, фудик да давай, дал. Да, аж кез, да, аж. O merk baymarke порядок я гячи мог бемарцем да бачон. Уступиш меня гарвал выжвачо сак. Хартсо бег реал. Дижа на меня, ваш меня туда амр наиди. Ваш ди амр наи, ва дижа на ва анда. Деде это о мерк дихлен судаш. Ваш ди амр наи. Что ж ты барт пи, ваш да отчинтан. Да, что ты барт пи. Ханас быт что с барт. Сборт бейт был, что этого ничего не сбыл. Но тем не менее, дома лично писать заяги, лично обиду заяги, что делал души, пойму души, быстро что ждали, лично ална что ждали. Борт бил коммунити, ваша шашки борт биться, ваш борт бил, что дал коммунити, борт бил, ваш это дует, дал эту бок будет, дал динер да дует, дал динер долден, дал эту бок будет. Сумик я дошел дует. Сумбик войны хрекер вакал. Адл бог бева, когда тут замечательно бьется мейди. Со грамоту мочу он замсик, камалу хатсун. Адл бог бева. До хамарден секу. Я его скуда вот по сегодняшний день хайган мир вакал мир там. Юцу валыш. Докцы ехтыш. Да асу гелхалч. Сам да, сам аш да. А ничего обычно я что-то шилиник будет, а вот я шилиник канча, да я тут бахнул, сумбик стал. Шимец калас Аллах сумбик. Стал сумбик. Дала Сейдях Санхетсон. Тешь Суцунах.
حين خلدلي دوغلازي أذكروت الواتفا أيك تحول دين سازاين وشخان من ساحلة سانيك مبطلة السيار سبخيرت Давай тубаку посылку. خدا ليش خانة سيل أسب إذا قزاقستان ولدات شخصيان سوين شو داخ قولكو ميا لزرخن باقي جيرسن شو داخ تنانين شو داخ إتشرا بوخ لا هيقوش ليورس سندق دولش يلزق تقمار دات يلسو شيولي شكول عوا حاجو يالش دنيا الآذي وهمش دي هاتو اشت زمي وشخان ساسونو استو ديش حوار سكمية تو قزاقستانا احكي حقور ويوجي اورالير تي ارديال شتبتا ما تدعات شرشتا ايدي هنا كيروسين فاتكيب قهر для колхозных тракторов. Цумушек сумар ватер свой тхадай на цумушек туберкулезом лежал жир, а под эти замазал тхавоши вагон швалер, о опять штифхан вид коловер, колосерство барваши. Давай, лучше. Эларцу يا لبي هم هاي والله واش أدوالي هاي تهدي قصق بيحكيها يبي مخدي وديال مصرش مبتوش ازديه دسه بي دق دي نواسي مبيع قبرش روца хаилюш и так дальше. Конечно, я не один, нас таких тысяч. Мы бьемся о российскую власть, как рыба об лед, безрезультатно. Я начну свое выступление с одного эпизода, связанного с вашим днем. Недавно Гуцериев рассказывал, в 1995 году они на какой-то тусовке встретились с начальником охраны Ельцина Коржаковым. Коржаков я говорил. И он неожиданно спросил Гуцериев, 95-й год, это второй год офшорной зоны, да? 94-м открыли. Миша, я вашу, я Йох Гуцериев, ты не хочешь со мной встретиться? С удовольствием, а? Давай, где? Ну давай договоримся. И они встретились на даче его, Коржакова. И он предложил свои услуги в решении нашего территориального вопроса. Я могу решить. А мы помним, что Коржаков фактически решал государственные вопросы через водку, через Ельцина. Так было, да? Да. Я царил, да? Свои его воспоминания я читал Коржакова. Я немножко отвлекусь. Он говорит, мне надоело искать эту чистую водку, а ежедневно, говорит, мы по пол-ведра выпивали в Кремле. И я говорю Ельцину, Борис Николаевич, давайте купим, вот в Германии там есть маленький мини-завод водочный, и поставим здесь в Кремле, в подвале, найдем помещение. Давай я возьму. Чтобы ее низкая, чтобы под боком она все время была.
послали человека, привезли это самое, сделали помещение, и пошла, говорит, водка. У нас уже своя водка, говорит, в любое время сутки мы ее пьем. Так вот, насколько был авторитет президента Великой России, что охранник решал государственный вопрос. Вслепую он иногда подписывал, как он сам пишет, по пьянке подписывал любые миллиардные какие-то вопросы. Гуцериев понял его намек и поделился с Аушевым, президентом. Аушев обругал меня, Йохцева. Занимайся своим делом. Какое твое дело, это туда-сюда. Занимайся своим делом. Чего я делаю, соответственно? Вот как решается в России государственные вопросы. О чем мы говорим? Какой закон? О реабилитации там и так дальше. Когда в России работал какой-нибудь закон? Когда это было? Кто знает, что написано в Конституции? Спросите вообще по всей России, не только в Ингушетии. Они сами его не празднуют. Разве не Путин старался ликвидировать этот закон в 2005 году? В угоду вот этим женщинам, осетинским бабам, которые его загнали в стол. Он обещал на наших глазах, да, это успешно было сделано, я его отменю. Он постарался его отменить, но прежде всего восстали казаки. А на нас бы он и наплевать не хотел. Он побоялся казаков. Конституционный суд ничего не вынес в отношении его реализации, но сказал, он может лежать под столом, не надо его отменять и не надо его реализовать. Пусть лежит. Вот так он и лежит. Стоит ли нам обращаться к таким властителям, как сегодняшним, которые заняты обогащением, воровством, коррупцией? Разве им до нас? Разве осетины виноваты в том, что они учинили вот фашизм на территории пригородного района Владикавказа? Это же их работа центральных властей. Они позволили им, они снабжали их оружием и бронетранспортерами. Они в ответе. У нас, к сожалению, нету юристов и нету журналистов. Юристы занимаются взятками, а журналисты под боком руководителей республики. Согласно древних профессий, да? Поэтому наш вопрос должен был стоять на международном трибунале. То, что сотворили в 1992 году, это преступление перед человечеством и человечности. Но кто виноват? Мы сами забываем, мы забыли об этом. Мы ничего не делаем, кроме разговоров. Нам нужно было стучаться в Европарламент, в Организацию Объединенных Наций. Когда чеченцы, живущие в европейских странах, несколько лет назад собрались вокруг Европарламента и потребовали признать геноцид чеченского народа, 3 дня местные органы полиции боролись с ними.
На третий день они сделали кольцо, удвоили кольцо, и ни одного человека не пропустили на работу в парламент. И они признали геноцид чеченского народа. Сегодня геноцид черкесского народа признала Грузия. Я туда поехал с документами в 2012 году, в мае месяце. Меня Идрис Абадиев туда командировал. Я там выступал перед парламентом и всячески просил. Но это было время, когда старый парламент уходил, Саакашвили, а новый парламент в сентябре месяце должен был быть избран. И перенесите вопрос туда. И что же мы забыли? Я получил второй инфаркт, я не смог дальше двигаться, как следовало бы. И все мы забыли о начатом вот этом действии. Поэтому нужны нам решительные люди, которые без оглядки должны идти вперед. Если мы будем думать о детях, это не мужской разговор. И дети должны страдать. Вот только тогда из них получатся настоящие граждане. Почему пророки могут страдать, а мы не хотим страдать? Удине цапая мармашхану дирона халуцу будешь. Я сам холцен дирона, Мухаммад Пеймар, я считаю, первый оппозиционер человечества, который сказал: Бог един. Дело цабы, дело бакбы, дело моста, хал дело цабма ватя, лил, я не охирит, это ж юртвитер эрво лимсак. Мы же знаем об этом. Дело дубу, что гадал имел. Черномырдину офшорная зона яхве ханарери. Документы Ельцину подписать, да, документы вручить Ачхан Аушу Руслана, документы вручить Ачхан Хануш, Гуцериеви, Аушеви, Хацу Густана Хадица Саги, Ханзуш, что за договариваться, Аушеви ситуацию. Цусагу Хайохус. Черномырдин, Виктор Степанович, вот Борис Николаевич подписал указ об офшорной зоне, о зоне экономического благоприятствования Ингушетии и Ажмери, но с одним условием, что в пригородном районе вопрос больше никогда не будет подниматься. حتو والله يا رسول حقر والله يخاطسون يا يجي واش قلت لي ميكالو ايش تقول انك تبت الطريق واخي واش قلت حنزق ودوش سؤالش молча сказал шахица хадя картотичер пригородный район юго осетия дабе бабе мучап цогож дин цогож было 200 около 200 человек. Иждаки усараждину хамал бица болуш бо кес беқалнах хақш дақиса модети ага бирижи вейдвадеш мәжен жашай оғаш дақиса асхам дитсидя цуған 94 год дари цуған боржин табелачин боржин буц хатя алхамыча хазым тқате шумдянди цуған шишумар дандазыр
Цуган, аз хамдит сидя, аз ашбахан дож, аз шорный зон хабе ела, аз молодой хамдит сидя, аз пригородный район Иртия, Ахиша, и живет там дик боялась, бог он рыбок. Аз сада, История продолжается, понятно? аз сада, аз хам мектиш док, он фундам мегит. Шалада, юга осетиныш будет сбрас, коротко. Юга осетиныш в 92 году царь Дяры мы с ним хождуем. Гибера мал божго бог, хазебица перечислять я божго бог, лилбер, марберничек диари, юга осетиныш был. Гибера маж. Жить Сухана иностранцы был. Это было отдельное государство Грузия, суверенное государство. Цука почал хачибляхта, войнах Буабярыш, российские граждане Буабярыш, граждане Грузии, осетинской национальности бар. Аскам это ялчи интервенция олсу, интервенция барыш. Из чужого государства. Аза Россия, Кремля, мегиш халур. Аза Осетина, Галазовая, Качани, Хадуйта, мегиш мудари, сам дез, сар хабих, хабих камбиш. ايش قيمه اوشر نزون حقيقه في بارمت في بين رج بيخ عريجاج فيركو اللي تلش ما يشهر более того ازبيك جويدا اعتقد بيوز اتني باني عاشق قمع دوز بيدن دات قمن ميجد تريس خط داتر قمن ميجد دوز خيب داري دابا اوشر نزون حقيقه بريغرنا يحكي لك او شوي غزري حوا تغنى حدو واو تغدو دات تيجي در مكان ده حدو واو دير تغنى جوجا осетиныш масёхка сколько-то десятков тысяч абяхка цифры я не помню допуш тағана вейлят ташки вейциношка вейбахмыш вейдейбахмыш бахыш был пригородный район тағана гуржишса иира гуржишса томбе гуржишкар отдия у России хаят кайылжо юга Осетии тағана Россия канулят хатсот Гватемала ехать Венесуэла ехать хани да дёхца признать да государство есть по крайней мере Россия признала суверенитет Юга Осетии то есть это сегодня мы должны считать ее отдельным государством не грузинское и не российское. То есть, хорошо. Сегодня их беженцы, почему-то, те интервенции, о которых я имел, сегодня живут в ингушских домах, в пригородном районе. Так почему бы Кремлю и Путину, Владимиру Владимировичу, не отправить их к себе домой более 400 тысяч квадратных километров у них да, площадей? Что вам пустые стоят. Вы уже не в Грузии, да. езжайте. На четверть не заполнена Юга Осетия. Пустые территории. Там 10 тысяч. А их бедные беженцы, которые интервенты, сегодня живут в наших домах, а нам нельзя отдать наши Нам нельзя наши без дома разрешения туда поехать даже. по концепции невозможности совместного проживания осетин и ингушей. Осетин может несовместно жить в ингушском доме, а ингуш не может поселиться в свой дом, потому что осетину не нравится. Морально-психологически. Пашхамаже, то, что верхушка России и Осетия, две Осетии это творят, ничего удивительного, потому что мы позволяем в лице нашего руководства. В лице нашего руководства ингуши позволяют. Дал эм диагнозы, сначала я развахачка, а сежарей тухак отдышали. Энди, дишачан хождиды. Тагана сахау халачо, галгай камын. Я развахач, далга, вен драхкаш алежды, сужали шафкашды, вен долдыш багаж болай. Это название яхту сахам. Так, тхор у алра сынна дишачна агатара шудош. أمرنا هدية يا أخواش شو قلت أدور رجال بعدر تخش تحط حاجة دقات شو دي غير تتفوز أمرنا هدية واش أنت يونس بيك يفكر روزة شيء حيار سكلمتها يحكي خارطو يحكي ما يود شيء شديد ساتانايا اللي دياول يار دياول يار شيء دي غلا هذا إبليس ده صدقني Сусимсу шейда ягдиз в душе я, сердце мучется, в моей душе сидит дьявол ягд, сусимсу шейда йосу. Цуд я, норба шейда мягрицу ха.
И муфти артик, бывший муфти вар, настоящий вар, может будущий вар, духовенство вар, там он что дичается вот. Я он башбар. Хорошо. Тогда галашники башт петь ау и на религиозной почве башт хребат, хадоли соуч она скайковцак. Ожвей мел муси борда баха, побост баха схаяни казяли. Ваш пет пусть глил. يروش مغوش حمرشينية يحتر يروش مصر بيت حبابات سارتي وعاشا بيتوش هذا تندي شيء سبوا أو ما قلت ده سسنس شيء ده ياخش ليوش وناش كابينتي آخرين بركة دات ديشا نعطي كله تقول ما سنيا دات بركة سوا بس أو شو كذا واحد سو ديشا خدوا دقل البوق أشد بلا سوا واحد إذا والله در يحيى تجوا كنت نامز أمول أبيعشوت يا قل أوي أبيعشوت حموغتو يسخن وشتال سوني سويشني يحيى شو كنت أمول أبيعشوت يا حموغتو تاري آخر بيختان دخل شو ترند يحيى شو كنت دكتين شو تربو ينقي تندها بالخي أو أيام نشتي بار سيش بالغي سيسك بالغي سيق بالغي وق بالغي يا شات حما غير بالغر شي وق بالغر هو غير جه اون بقدر صحتي مشكي ماستغشكي دال صور وش تعب и хвала Всевышнему. Вот те, которые мы уважали, те вот наши местные адаты, которые славились, мы почитали любого человека, а любой старик это не старик. Уахцаги, кавансаги, это разница. Уахцаг это человек с большой буквы, это мужчина, это который уважает, никогда не предаст свой народ. Кавансаг это человек, кенаж ада его жил, гурмах тес хайважил. Центарой или эти хонах возьмем. И поэтому, как бы ни было, как бы эти события не продолжались, у нас народ сформировался. И та часть молодежи, которая вырастает, я занимаюсь социологией, я всегда, они меня радуют, они растут более чистыми, они растут более мужественными и более образованными. А своим нашим старикам я очень рад. Мавры Карбулаки в Арте, Соломбеке, Мусае, Ибаш Балмахи, Алхамдулилла, это великая милость, что в нашем народе остались люди, которые не предали свой народ, и на которых в дальнейшем будут ориентироваться. Говорят, что вот в 93-м году, в апреле месяце, значит, работая на телевидении, где я более 30 лет работал, Карай Руслан Яш, ну, он работал тоже. Цуялар, где-то Жахар Дудаев собирает собрание закрытое. Давай попробуем туда попасть. А это было время, когда там началась междоусобица между парламентом, дудаевцами. И на площади было столкновение, где и убийство было. И они нашли одноэтажную школу в Ленинском районе. Давар хоть. Ходот ждаться милиционер, что по телевидению дой. Поэтому пропускали. Хода, да, дожди, а чистый вар на Урбию, Салман, что он воздух год. Поздоровались. До ждаться. Так, президиум ва Дудаев, Гамсахурдия, председатель парламента Хусейн Ажуров, Ахмадов, кажется. Ахмадов. Да. И мы застали, когда выступал Дудаев. Да, я лучше, что ты говоришь. Так, Ходахкля, видимо, Салман Наурбиев пытался задать этот вопрос Гамсахурде, но Дудаев всячески отводил, зная, что это ингуш,
зная, о чем он может спросить. А это время было, когда у нас очень плохие были отношения с чеченцами. 93-й год. В 92 году, несколько месяцев, полгода назад случилась война в пригородном районе. И они радовались, что случилась война. Многие чеченцы. Потому что злорадствовали, Злорадствовали, да? Злорадствовали. Так вот, Салман задал вопрос Гамсахурди. Может быть, вы знаете подробности о наших пропавших без вести людей? Их более 300 человек. Я бы попросил вас, если какая-нибудь информация есть, знаете, располагаете. Так, пауза, я Гамсахурди ответил. Мы взяли плен 2 осетинских чекистов и арцев. Выпотрошили с них вот эту информацию и передали их Аушеву Руслану. Аушев Руслан через 2 дня их отпустил. Значит, что случилось? Этих людей посадили на транспортный самолет из Беслана, перевезли в Калининград. Калининград, начаем Гойша. Там есть лаборатория по продаже человеческих органов. И очевидно, этих людей мы больше не увидим. Азхама халха дадага шерш асвададут волоч маал мадут нягда саматуси циаш бахдез олар сабыш. Но тем не менее, аздихона дадицат дехкевянва цанеалче бактер бакхам дизик. Бак дол чатырдыз, азхам цардет дол шамдыз. Ждин бояз, что тише жват. Но другое дело. Ушаш ждей, ноной, вежели, да нам умар, абиш батташ. Что? Не только наша нация, но даже сами непосредственно. Вы помнили. Дал лишь не сдет. Дал ничего, ахинва. Пачара да не сдет, ермола да не сдет. А выдет. Сега лишь давал боксу. Хайп духали. Вейк хамьени. Der auch Samen Хожжи, bei der dann behab. Юцер фи, сыскл. Понимаешь? Что-то сыскл били. Суксей хавок, как хотепен был брыжи. Что да хам хочешь, а уж мост хочешь. Все в кофедир фыешно удивили. Der вейк хамьени. То есть животное тоже может есть, спать и размножаться. Откуда эта философия? В унах, в идее он сыскливаются до самомагити. С гейта волжоса, где он жарил волжмагити. Почему этот культом стала у нас еда, а не мужество? Все, я сказал. Да, вот сам такие, сам Бабич, такие, эту балбы. Амин, амин. Я слушаю, Маснина. Доля еще, доля еще, доля еще.
يا سيدي الله يا الله سانتي على الله إيمان يا الله تصاب يا الله يتم دين الإزبارات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم الحمد لله رب العالمين فاتحة لا أصلا جيل الخور دي سنسري صفات خوريدي ديرك ديرين سيجلن شيء حرق وبقواش توش حمد الوزن ده وزن سوار من سايكوتي من سادس دشر حيز سادس قرآن من غير دوا يا الله ديال تديجر حيدينجا كوشتيلا الله ديال تديجر غير دوا صار من كوشتيلا يا الله ديال حيدين صار يا الله ديال حيك خيط من هندا يا رحمن النبي حط خيط ديال بعصبوش ما خيط يا الله ديال ختم ديورنا لسه ميريه بوم الدور الحمد لله يا الله ديال صنبونا في ديال درجه وقيلا وزن ديال كرس كنا في خشب وزن ديال وقت ديال حيت اخيت مش حيوزن وقت ديال وانا نيس بواس ديال وانا كان واقع ايدو دعوه يا الله ديال بحرمه سوره الفاتحه